Это прямая линия министра культуры. Да, у вас вопрос к министру культуры? Да, у меня вопрос к министру культуры. Так точно. Сейчас, минуточку, я переключу. Алло. Добрый день, Да, добрый день. Анатолий Мячеславович. Да, слушаю вас. Как вас зовут? Меня зовут Игорел Львович Ягуди. Вот, я являюсь одним из активистов патриотического гражданского общества. Вопрос в отношении художницы, всем нам известной, нами любимой, Светланы Жегемонт. Значит, насколько известно, некоторые ее картины Министерство культуры приобрести собиралось и почему-то отказалось. Наш вопрос, почему отказалось, и очень интересно, что будет вместо этого приобретено будет. Это первый вопрос. Второй момент. Значит, вообще мы сейчас готовим коллективное письмо. Вот можно начинать готовить отписки, но мы отписки эти не примем. И подключим всех, кого можно. Значит, необходимо организовать экспозицию постоянную. Требуем организовать постоянную экспозицию. Художницы Светланы Жегемонт. Положение в Союзе художников Беларуси аховое. То, за что они друг другу там раздают премии, это, что называется, хоть святых выноси. Художники-патриоты находятся под остракизмом. Их не приглашают ни на выставки, ни на премии. Выставка Светланы Жегемонт была означена Союзом художников как коммерцийная. И коммерцийная для них, она ни копейки с нее не получила. Вот. А выставки бычебесов со всякой хренью вместо искусства, они, значит, персональные с описанием. Вот что вы, Анатолий Мячеславович, на эту тему скажете нам? Григорий Львович, скажу следующее. На самом деле, если с окончания начинать, по поводу выставок бычебесов, как вы правильно отметили, имело место быть на базе выставочного комплекса по Козлово. Мы знали эту ситуацию и ею не просто... Прошу, перебью. Там была выставка бредней, значит, Куропаты, где вот этот фейк, мы знаем все, да, что там одно из мест, где нацисты убивали советских и не только советских людей. Так вот, было, значит, 2 этажа завешено бреднями, как пьяные инквизисты, значит, пьяные от крови и водки, и весь этот бред. И это было там, во Дворце искусств на Козлова. Понимаете? Да, я про это и говорю. Я об этом и сказал, что, к сожалению большому, были допущены подобные факты. После данного факта в ноябре прошлого года директор данного комплекса был уволен, и он не работает. Не работает он. Что касается художницы Светланы Жегемонт. На самом деле очень интересный триптих, и не только он, в коллекции данного художника есть. Очень интересные работы. Но она вообще великолепный художник, не только на политические темы. Слава Богу, что есть великолепный художник, который освещает с патриотических позиций и события общественно-политических. Я доскажу мысль. Да-да. Поэтому здесь остается открытым вопрос только финансовой составляющей, потому что за отдельные картины предложена энная сумма, что здесь я не скрываю, потому что это открытая информация, порядка 25 тысяч рублей предложено для покупки данных произведений. Пока идет разговор по согласованию, насколько Светлана Жегемонт может реализовать данные работы за данную сумму. То есть находимся в стадии переговоров. Далее, что касается работы Союза художников... Ну, я прошу прощения, только хочу заметить секундочку. Значит, понимаете, за бесплатно вот можно взять телефон, позвонить министру. А если человек посвящает свою жизнь чему-то, так он как-то должен и за это, наверное, тоже иметь от родного государства соответствующее какое-то вознаграждение. Правильно, совершенно верно. Поэтому цена вопроса, вопрос в цене.
насколько мы сойдемся. Если нет, понимаете, Игорь Львович, есть же четкие, ну как он, не языком бюрократическим сказать, а есть конкретный алгоритм и коэффициенты, которые позволяют за те или иные произведения платить те или иные суммы. Да, ну вот, а сколько государство тратит вообще на этот союз художников? Вы сказали, год назад только пример был Куропатская выставка, а они вот сейчас, у них была только что выставка, вы вообще видали, что там получила первый приз? Вот, бывшие люди там, ну то есть просто вообще сюрреалистический бред. Вот, а я вам такую вещь расскажу относительно финансовой составляющей, очень интересно. Как-то на публичном форуме в Минске, значит, кто-то предложил, что надо же наконец, ну хотя бы там в одном из мемориалов поменять бредовое Волгоград на Сталинград, так как место называлось, когда там шли бои. Да-да, и выступавшие согласились, что это так. Но на это тоже нет финансовой составляющей. Понимаете, сменить 4 буквы, тоже это не как вот государственный бюджет, переделать 4 буквы, это тоже очень сложно. Переписывать историю в этой части, ну, надо очень взвешенно подходить к этим вопросам. Ну, переписывание, конечно, но если переписан Сталинград на Волгоград, город-герой Волгоград, понимаете, вот. Да. Вот, поэтому, а что касается работы Союза художников, не так все критично, конечно же. Буквально 14-го будет заседание данного общественного объединения, поэтому ну, будем обсуждать вопросы, услышим мнение наших коллег, вот, над чем трудимся, какие проблемы есть, а проблем там на самом деле достаточно много. Но вот в таком режиме проведем разговор и постараемся найти решение самых главных и проблемных участков. Поверьте, не формализуем работу, а работаем на результат. Ну, Анатолий Вячеславович, в общем, я благодарю вас за действительно понимание, как я понял, да. И надеемся, что будет продолжение должное. То есть мы хотим нормальных, во-первых, нормальных художников видеть, а не бред всякий там, мусорные свалки, там пакеты для мусора. Вот реальное искусство, вообще искусство нормальное, да? И, конечно, должна быть с позиции патриотического общества освещена ситуация в стране. А не почемецы, значит, будут либо качать режим, а потом, когда уже их вернули в свои 3%, так они будут тихо сидеть и ни слова не говорить об общественно-политической ситуации, а друг другу подмигивать, понимаете, червоно-белым воком. Да, с вами абсолютно согласен, что здесь сфера культуры, она свое слово говорит веское, но тем не менее предела совершенству нашей работы его нету. Вот мы сегодня с коллегами тоже обсуждали данные вопросы. За нами очень серьезная миссия на самом деле. Потому что слово работника культуры, оно очень дорого стоит. Объективное слово, самое главное, и справедливое. Да. Вот. Спасибо вам за звонок, Игорь Григорьевич. Спасибо большое. Ну, в заключение, Анатолий Вячеславович, хочу вас пригласить как-нибудь в любое из воскресений между 11 и часом. Стоят гражданские патриотические активисты возле ТЦ «Спектр» в Уручи. Это все, конечно, по разрешению властей компетентных. И там поднимают белорусские знамена победы. Вот там вы можете, так сказать, побыть среди реальных патриотов, пообщаться с ними, послушать пожелания, замечания. Я живу, к сожалению, очень далеко от Минска, но когда я приезжаю в Минск, я там бываю. Вот. Спасибо огромное за вашу позицию. Спасибо большое. Доброе, спасибо и вам. С Богом. Да, всего доброго вам. До свидания. Всего доброго.